вообще во всех странах переход от социализма к капитализму происходил очень болезненно. Поэтому не стоит ругать реформаторов, у нас очень любят. Это все равно, что ругать хирурга за то, что делает операцию и вам больно. Но ничего не сделать с тем, что будет больно. Да. А это нуждалось остаться. Так что то же самое происходило и в Болгарии. Шли очень болезненные реформы, переходили на рыночные отношения. Рыночные отношения уже другие должны быть. У нас тогда работало предприятие совместное, Мезинлес. Вот. И как теперь вот им-то предприятию в условиях рыночной экономики жить, тоже возникла проблема. Собственно говоря, оно занималось разработкой леса. Плюс экологи стали говорить о том, что действительно сплошные вырубки и коми-лес гибнет у нас. Болгары из-за того, что происходило очень, стали получать меньше зарплату. Платили и местные, они к нам претензий не имели. Но они начинали бастовать, начинали уезжать. Вот, и начиная с 91 года начался массовый отъезд болгар. Предприятие Мезинлес стало умирать. Стало ясно, что с этим делом, так сказать, придется заканчивать. И последний поезд из Кослана, Сагорска, значит, выехал 30 сентября 1994 года. Поэтому я и говорю о том, что это можно назвать как бы датой смерти той самой болгарской дружбы, что была. Вот. В это время работала ликвидационная комиссия одновременно. Болгары уезжали с огромной тоской, они плакали, на самом деле плакали. Я очень удивлялся, почему же плачет. Погода была примерно такая. Но снега, правда, не было, но было очень холодно. В Загорске уехали почему-то первыми коммунальщики, а наши коммунальщики так и не нашли, где как включается тепло. Поэтому в домах было страшно холодно. В гостинице, я помню, я спал одетым по 3 одеялами, что было жуткий холод. Я говорю, ну вы же едете в теплую Болгарию, вам надо было радоваться. Они говорят, нет, мы вернемся, мы хотим вернуться. Они танцевали и чтобы согреться, и чтобы вообще, так сказать, поднять настроение. Вот это хор вот так вот, хора, значит, обнявшись, вот, продолжали танцевать, играть, пели болгарские песни. Кстати, забыл вам сказать еще интересный момент. Когда вот проходил здесь вот банкет, после этого оттуда поехали в Лемью. Я с ними ехал, и вы знаете, они стали петь советские песни, и причем не только, так сказать, какие-то официальные, они пели Акуджаву, Высоцкого, все то, что мы как бы свою группу поем. И мне все хотелось сказать, ну давайте что-нибудь болгарское споем. Но никто ничего болгарского вспомнить не мог из наших. Вот. А они вот все наше знали. Знаете, оказались, что болгары нашу культуру знают лучше. За день до отхода поезда ликвидационной комиссии, которая состояла из наших болгар, произошел очень серьезный конфликт между обеими сторонами. Обе стороны предъявили многомиллионные в долларах претензии друг к другу. Болгары, значит, предъявили там на десятки миллионов долларов, чтобы Россия заплатила за то, что построено, и за тот лес, который там еще был не продан. А наши, в свою очередь, предъявили претензии за экологический ущерб, который был нанесен, и за тоже там, где-то тоже они сочли, что где-то тоже. Вот. По-моему, после уже того, как вот это все завершилось, споры еще продолжались. Если я не ошибаюсь, пришли к нулевому варианту. То есть, ладно уж, давайте, никто никому не должен, и все, и на этом забудем. Вот. В ничью сыграли, да. Вот. Но видите, дружба кончилась конфликтом, чуть ли не враждой. Благодаря болгарской дружбе Сыктывкарский аэропорт стал международным, получил статус международного. Потом в 1978 году открыли рейс Кослан, Москва, София. Самолет, правда, летал всего 1 раз в неделю, но болгары получили возможность. Еще был Воркута, Киев, София. Да, ну может быть, да. Но у нас по Сыктывкару, поэтому... Транзитный. Да, транзитный, да. Вот. Кстати, и таможня поэтому появилась у нас. Хотя у нас какой международный, у нас как у Гоголя, да? Если скачи не до одной границы, не доскачешь.